Здравствуйте. Понимая ваше положение, наша республика окажет всяческую поддержку всем пострадавшим и потерявшим свой кров. Сделает так, чтобы все вы чувствовали себя как дома и ни в чем не нуждались. С таких слов глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов начал беседу с вынужденными переселенцами. Он поинтересовался условиями их временного проживания. Спасибо вам огромное. И весь персонал, и все департаменты, и здравоохранения, и соцзащиты, они все от нас заботятся. Мы это как Надежда. Надя, вас делегировали, да? Да, ну попросили Меня уже смущаете вы уже. Меня уже смущаете. Меня так больше долго никто не хватит. Спасибо вам огромное. Меня уже это, Мы приехали как говорят, крылья растут. Мы приехали из другого культурного пространства, и мы чувствуем себя как дома. Мы не ожидали даже такого приема. Спасибо вам огромное. Правда, мы на каждом этапе чувствуем, все заботятся. Тут прекрасно готовят. Ну, абсолютно все вопросы решаем. Спасибо вам огромное. Беженцы смогли обратиться к руководителю субъекта, рассказать о трудностях и проблемах. Беседа прошла в неформальной обстановке. На встрече озвучили возможности зачисления детей в средние образовательные учреждения, спортивные секции. У некоторых возникли трудности с оформлением временной прописки и пенсионных выплат. Глава Ингушетии дал соответствующие поручения, определил конкретные сроки исполнения принятых решений. Рад вас видеть на земле Республики Ингушетия, одного из субъектов нашей большой родины России. Предметно хотел бы поговорить и действительно хотел бы услышать все вопросы, которые есть. Конкретно, какие трудности возникают по тем или иным оформлению или каких-либо документов. Берите рабочую группу, создайте, руководитель МФЦ, значит, чтобы она была по первым требованиям ответственной здесь. Чтобы они не ходили к вам там, не стояли там где-то, вы должны здесь находиться. С утра приходите, все вопросы забираете. В части миграционной службы то же самое. Опросить всех, какие у них вопросы. Как бы паспорт создать. Ну, то есть, фамилия, имя, отчество, вопрос у меня 1, 2, 3, 4. Мы должны все вопросы, которые вас обременяют, то есть где-то стоять, где-то ждать, вот максимально, чтобы этого не было. Как это ускорить, улучшить, и чтобы у вас не было вопросов. Значит, ну и условия, какие у вас здесь, особенно дети. Как детям здесь? Есть ли вопросы какие? Значит, детский садик, временно школа, чтобы эти все вопросы вы изложили. По учебе и по детским садам, значит, закрепить то же самое по детям. Я сказал, 7, да, детей у вас здесь? Вот. И по ясли. У нас уровень школ и детских садов очень высокий. У нас абсолютно новые здания, сооружения. Мы очень много строим школ, детских садов, поэтому у нас нет вообще проблем этих. Министр здравоохранения, берите, значит, сюда, опять же, хорошего педиатра, территориально в городе Назрань. Врач, чтобы был, взрослый, имеется в виду, кто-нибудь, и вот со всеми с вами побеседовал. Ну, то есть, если нужно это, кто-то там льготное лекарство получал, значит, этим мы обеспечить, значит, побеседовать с каждым, по-человечески, по-житейски отнестись к каждому человеку, каждому. И здесь прекрасное общество, и люди хорошие, сердобольные такие, взаимопомощь, уважение. Поэтому я думаю, что все это получится. Для желающих рассмотреть возможности трудоустройства будет организован выезд мобильного офиса с представителями регионального Минтруда и обзором существующих вакансий. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу вот работы, как бы, есть какие-то? У нас швейная фабрика, современнейшая. У нас обувная фабрика, где в сутки 6 тысяч пар можно шить. 6 тысяч в сутки. Самую лучшую обувь. Вот, поэтому предприятие есть, птицекомплекс есть у нас, сейчас детского питания, у нас алюминиевый профиль, РИАК и другие специальности, музыкальные нам очень нужны, специалисты в области музыки, вокала, аранжировки. Вот. Потом сельское хозяйство у нас очень на подъеме, если есть такая специальность. Очень нужны технологи, мясомолочной продукции, технологи очень нужны. Поэтому предоставить все специальности, которые есть, просто положите и каждому раздайте. Если кто-то посчитает, мы будем рады.
Махмуд Али Калиматов отметил, что в целом место для размещения выбрано оптимальное с точки зрения удобства и доступности всех социальных объектов. А для желающих ознакомиться с культурой и традициями ингушей будет организована экскурсия к башенным комплексам, памятникам архитектуры горной части республики. У нас есть уникальный такой район Жайрасский. Ну, я не думаю, что вы видели. Там более 2500 башенных комплексов, где жили наши предки. Храм 8-9 века христианский. И в Жайрах, я думаю, экскурсию сорганизовать и просто просто для себя. Посмотрите. Это обязательно. Вы просто посмотрите. Минздраву, Минтруду, Миннацу Ингушетии поручено определить ответственных, которые будут приезжать на постоянной основе, поддерживать связь и оказывать необходимое содействие. Оформление документов, оформление выплат, оформление пенсии, кому нужно. Кроме того, Министерство здравоохранения, вы слышали, что я сказал, министр здравоохранения, врачи определены поликлиники, и детская, и взрослая, где они будут каждый стоять на учете. И мы будем обязательно и транспорт предполагать, и помогать им в этой части. Сейчас выявили заявление, что в части устройства на работу. Это тоже мы будем способствовать этому. А в целом те выплаты, министры сказали, какие там будут у нас выплаты, там, эти мы проконтролируем. И мы избавляем людей от излишнего перемещения в ту или иную там сторону, ну, Пятигорск ехать. И поэтому я предложил, чтобы какую-то группу создали рабочую от них всех, и мы бы определили, чтобы не ездить вот так вот. И за каждое ответственное лицо закреплено. Они очень благодарят персонал, который предполагает условия здесь, которые представили мы. Кроме того, значит, что очень здорово сделано было и питание. Ну и детей, мы же закрепили их, и теперь, если нужно будет, и за спортивными секциями, и все остальное. Поэтому в целом вывод такой сделать. Надо всемерно обогреть их, чтобы они чувствовали у нас и в целом в России себя, как у себя дома должны чувствовать. Вот там нужно. И поэтому предпринимать всем надо те вещи, которые их бы на чужбине не чувствовали себя. Отметим, что ранее для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и лиц без гражданства, вынужденно покинувших указанные территории и прибывших в Ингушетию, в экстренном массовом порядке определены места временного размещения на базе Республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи» и гостиницы «Аса» в Назрани. Они рассчитаны на 400 человек. Хадис Забриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.